Когда мы берем кредит, нам кажется, что никаких финансовых сложностей ни сейчас, ни в будущем возникнуть не может. Но через пару месяцев возникает непредвиденная ситуация, и в итоге компания, в которой мы работали, закрылась, а поиски нового места затянулись, и гасить кредит стало нечем. Сегодня мы и расскажем, что делать в такой ситуации. Самое главное, что бы я хотела отметить в самом начале нашей передачи, это один важный момент. Так вот, если вы понимаете, что не можете вовремя и полностью вносить платежи по кредиту, то стоит немедленно обратиться в банк. Не надо скрываться и надеяться, что ваш долг простят и забудут. Даже если вам не звонят коллекторы и не пишут из банка, проценты и штрафы все равно начисляются и будут начисляться. Долг будет расти, а кредитная история будет ухудшаться. Самое правильное в подобной ситуации – это связаться с кредитором и постараться изменить ситуацию. Сегодня в нашем новом выпуске передачи про деньги мы рассмотрим разные способы решения проблем с долгами. В трудной финансовой ситуации долги становятся невыносимым бременем. Некоторые надеются, что из-за какого-нибудь технического сбоя или другого счастливого случая запись о кредите исчезнет из базы данных банка и возвращать ничего не придется. Но так бывает только в мечтах. На эту тему мы поговорим с Евгением Малышевым, специалистом якутского отделения Сбербанка, волонтером финансового просвещения. Здравствуйте, Евгений Сергеевич. Здравствуйте. Да, и давайте расскажем телезрителям, какими мифами утешают себя должники и как все обстоит на самом деле, и какие существуют программы, которые могут помочь справиться должникам с кредитной нагрузкой. Начну с того, что распространенный миф у заемщиков в том, что если попали в тяжелую и трудную ситуацию, ничего предпринимать не нужно. Клиенты замыкаются, не отвечают на звонки сотрудников банка, некоторые игнорируют. На самом деле у нас есть такой замечательный инструмент по урегулированию задолженности, как реструктуризация. Она, как правило, ее осуществляет сам банк. Есть другие программы помощи заемщикам. И на сегодняшний день, вот я на примере Сбербанка говорю как специалист, у нас имеется 6 программ. Это все вы можете увидеть и ознакомиться на официальном сайте Сбербанка, если вы зайдете через Яндекс.Браузер. И только там, потому что, сами понимаете, мы живем в такое время, когда можем попасть на уловки мошенников, да, поэтому пользуйтесь именно sberbank.ru. И там у нас есть помощь заемщикам, так называется сервис. И пройдя по нему, вы увидите подробную информацию. Например, что такое реструктуризация? Это изменение условий действующего кредитного договора для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. То есть реструктуризация, она делается не для всех, а делается прежде всего для клиентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. А в какой именно, например, потерял работу? Да, потеря места работы, может быть изменение условий оплаты труда. Потеря работы, это значит, когда, получается, зарегистрировался в качестве безработного на бирже труда, да, то есть он должен документально все это подтвердить, то есть банку нужно доказать банку, что он нуждается в помощи. То есть если человек, допустим, не предоставит документ, соответственно, ему может последовать отказ. Такое часто бывает. То есть нужно пакет документов собрать. Изменение условий оплаты труда, это, например, уменьшили зарплату, такие ситуации тоже возникают. В нашей работе сталкивались мы с такими. И, бывало, что какие-то тоже возникали сложности, но в итоге им тоже одабривали. Бывает утрата либо повреждение имущества. То есть в результате каких-то действий, пожара и так далее, тоже это можно тоже подать на реструктуризацию. Общий доход семьи, то есть мы учитываем... Если он снижается, да? Да, супруг уволился или еще что-то произошло, да. Декретный отпуск по беременности и родам. Это самый распространенный, наверное, из всех видов реструктуризации. И там тоже надо собрать пакет документов, такие как, например, приказ места работы, да, то, что он находится, заемщик
сейчас В декретном в декретном отпуске, да, подтверждающий документ. Там, также у нас реструктуризация есть по военной службе. Ну, там она может быть как призыв, так и мобилизация и остальные случаи. Да. Утрата трудоспособности распространенная. Ну, часто вот люди, когда болеют там длительное время, там, ну, где-то примерно 2 недели, может быть, да, там, если предоставляет лист нетрудоспособности и так далее, да, то, соответственно, можно подать также на реструктуризацию в таких случаях. Там, ну, там, либо дорогостоящее лечение тоже может пойти под этот случай. Дети могут, если болеют, и ты присматриваешь за родителями. То есть такой социальный вот это вот уклон, да, идет. Также были случаи у нас с обманутыми дольщиками, это тоже отдельный случай. Тоже идет на встречу банк и да. оформляет реструктуризацию. Бывает, что вот, ну, застройщики вот так вот, ну, повели себя и, ну, соответственно, нужно там, ну, увеличить срок для предоставления справки. Там же нужно же отчитаться перед банком, что почему не построили объект. И вот и одновременно с этим делается реструктуризация. У нас такие клиенты были, мы, значит, их решали. Решали их проблемы? Да, да, получалось у нас. Что далее происходит? Ему что предлагают? Ему предлагают увеличить срок или ну, какие вообще условия? Ну, вообще, когда к нам приходит клиент, всегда мы их выслушиваем, что они хотят, то есть какие условия, да. Ну, если у человека безнадежно, мы предлагаем ему варианты, ну, например, чтобы сильно не нагружать его нагрузку физическую, финансовую, да, то мы стараемся самые минимальные такие условия, там это у нас, если им одобрят реструктуризацию, график платежей в льготный период будет 10%. 10% от платежа, который он должен платить. То есть, если, допустим, у него было 30 тысяч нагрузка, да, то это 3 тысячи ежемесячно в течение там 6 месяцев. Соответственно, сумма просрочки, которая накопилась, она переносится на потом. То есть мы, получается, замораживаем проценты все, ну, то, что там было, да, и переносим их на следующие периоды. Ну, сразу скажу, что реструктуризация это невыгодно клиентам, да, потому что, ну, это вынужденная мера, потому что она предполагает, что заемщик, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, он там должен изменить свою ситуацию, то есть он найдет новую работу, там, выздоровеет, там, выйдет на работу и так далее. Вот, то есть это такой задел, да, такой, ну, запас времени, чтобы восстановиться финансово именно. Да, именно, то есть это вот именно с этой целью делается. А если люди думают, что это что это как-то уменьшит переплату и так далее, ну, то есть это ошибочное мнение. То есть переплата здесь никаким образом не уменьшится, наоборот, она будет увеличена на этот период реструктуризации. Допустим, если сделано, ну, пересчитали, например, полгода, эти полгода проценты будут начислены на оставшийся период. Да, ну, они распределятся равномерно по графику, и, то есть они не так сильно будут уже как-то это, да, вот, влиять да, но все равно они будут. И потом, если он захочет досрочно погасить кредит, да, вот, то в первую очередь гасятся проценты, которые вот именно за реструктуризацию. После этого уже будет гаситься процент текущий, который у нас на месяц заступил, и уже в конце будет основной долг гаситься. Вот такой порядок. Но самое главное то, что не будет никаких санкций, потому что если реструктуризация, то есть банк, ну, как бы отменяет свои претензии к заемщику, да, и там никаких судебных там процессов, ничего этого не будет. То есть... Но все равно в любом случае, да, чтобы исключить вот такую вот ситуацию, когда банк подает, например, первым на заемщика в суд, когда уже у заемщика буквально не остается никаких вариантов, как согласиться с решением суда, да, и начать выплачивать. Но здесь, в принципе, вот это очень хороший шаг, когда мы даем возможность заемщику прийти в банк и написать заявление самостоятельно, то есть сделать этот шаг первым. И ведь у вас, я так знаю, что вообще кредитные финансовые организации, они предлагают не только реструктуризацию, но и есть и комплексное урегулирование задолженности. Это несколько разных финансовых инструментов, которые помогают управлять кредитной нагрузкой. Ну, действительно, это вот новый инструмент. Это вот если вы получили отказ по реструктуризации,
то можно подать на программу комплексное урегулирование и, соответственно, обратиться не только в Сбербанк, но и в другие кредитные организации, да, получить от них решение. Если решение будет одобрение, то тогда Сбербанк тоже идет навстречу и принимает уже как бы совместный график Погашение, да? погашения, да. Если человек не обратился, если человек, ну, никак не идет на контакт, например, с банком, да, что его ждет? Вот здесь самое страшное, мне кажется, это вот продажа залога. Да. И, ну, опять же, продажа залога бывает принудительная. Это, то есть, когда, как вы сказали, клиент не предпринимает никаких мер, там не обращается. Бывает даже, что реструктуризация же не с первого раза одабривается. Такие тоже случаи бывают. Но человек продолжает, и тогда, конечно, это все идет уже на судебную стадию, там уже идет реализация, принудительная реализация залога, да. Ну, перед этим судебное у нас производство будет происходить, да, потом уже будет исполнительное производство, то есть уже в рамках об исполнительной деятельности, да, то есть это уже пристава будут торги там проводиться и так далее, да, то есть и это невыгодно. И самое интересное, что ипотечные квартиры, их все равно будут реализовывать с торгов там. Таких случаев, к сожалению, много, но как бы это тоже есть. И есть такой у нас инструмент в Сбербанке, да, вот называется продажа залога. То есть клиент может, ну, бывает, что клиент решил, что он не хочет держать этот залог там по каким причинам, да, то он добровольно обращается в отделение, там у нас есть ипотечный центр, они проконсультируют, все расскажут, и можно через сайт это все подать заявочку, да, и найдет клиента и там эту ипотеку закроет. Ну, бывает же, да, такое, что человек, например, покупает 2- или 3-комнатную квартиру, да, в ипотеку, а потом оказывается, что, ну, действительно накладно содержать такое жилье, или у него меняются планы, он переезжает в другой регион, и это очень удобно, если можно обратиться в банк, допустим, и продать свой залог. То есть, ну, ту заложенную квартиру, на которую был оформлен ипотечный кредит. И мне кажется, это такой один из самых приемлемых вариантов, ну, один из самых приемлемых вариантов, потому что если искать покупателей самостоятельно, то это будет очень сложно. Ну, тот же через Дом Клик там появляются вот эти все объявления, что вот, то есть это действительно удобный сервис, и он помогает людям вот, помочь им вот в такой ситуации. Ну, как вариант. У нас даже бывает, люди делают реструктуризацию для того, чтобы продать залог. То есть они сначала делают, вот бывает же, как я говорил, что вот ищут работу, бывает, что там человек болеет, а бывает, когда вот они хотят продать, и они вот для этого делают реструктуризацию. Они, ну, информируют нас о том, что мы будем продавать, но нам нужна реструктуризация. И вот они вот этот задел в полгода, да, чтобы не переплачивать, не платить. И вполне хватает срока этого, даже, я думаю, быстрее это все проводит. Но вот насколько выгодно все равно вот заемщику продавать залог? Ведь ну, ипотечный кредит, он же оформляется на полную стоимость, допустим, жилья, да, и еще плюс проценты оплачиваются банку. И если, например, человек платил за ипотеку там, лет 10, вот, сколько теряет человек или ничего не теряет? Нет, ну, конечно, он будет терять. Это в любом случае какие-то потери, потому что он тратил время, платил, да, вот. Мне кажется, все равно, но это может быть лучше, если бы это все дело дошло до суда, там, потому что там же у нас и будет снижение, то есть с торгов там уже шаг будет, и существенно снизится стоимость продажи при реализации принудительной, да. Поэтому, конечно, лучше добровольная реализация. Ну, это как бы такой достаточный инструмент такой. Но, если честно скажу, он не так популярный, но все равно он у нас есть. Ну, как вариант, в принципе, можно и этот вариант рассматривать тоже. Да. Давайте расскажем о кредитных каникулах. Да, есть такая у нас программа, у нас есть федеральный закон 353. И там вот, если доход снизился на 30%, да, там условие такое, пострадали от чрезвычайной ситуации, как вариант, да, и у вас есть право приостановить исполнение обязательств сроком на 6 месяцев. В прошлом году эта программа, она была и для ипотечных кредитов,
Сейчас эта программа у нас по автокредиту, там если сумма 1 миллион 600 по потребительским кредитам, если кредит был взят на сумму до 450 тысяч, и по кредитным картам 150 тысяч. То есть эта программа больше для них, да, то есть при наличии подтверждающих документов можно воспользоваться этой программой. Ну, клиент обращается через отделение Сбербанка, там требования пишет, и, соответственно, банк... В требовании он указывает: прошу предоставить Да, кредитные да. каникулы и Согласен. по такому-то договору, да? Да, да. Это такой интересный инструмент, но это в основном вот именно, как я отметил, автокредиты. Вот у нас в Сбербанке, это я вот про Сбера говорю, потребительским кредитам и по кредитным картам. И есть у нас отдельная программа ипотечные каникулы. Это уже конкретно под ипотечные кредиты. А, смотрите, по кредитным каникулам там тоже начисляется какой-то минимальный процент, либо полностью человек освобождается во время кредитных каникул от оплаты каких-либо сумм банку? Вот если у него была просроченная задолженность, там, ну, накопилась там за 90 дней, ну, я пример вам говорю такой, да, вот эта вся сумма, она получается, исчезнет, то есть она заморозится, но там есть определенные, да, моменты, вот, проценты, то есть все равно будут. После Нет. того, как закончится льготный период, банк все равно начислит проценты по потребительским кредитам, по кредитным картам. Но там не полные условия, то есть там не 100%, там будет, ну, там есть определенные моменты, надо тут смотреть. Но это индивидуально все равно Да, смотрится, все да. зависит же от того, какой договор, на какую сумму и так Да. далее, на какой срок. Конечно. И все это действительно, ну, в любом случае, любое такое вот реструктуризация, это либо кредитные это, каникулы, либо ипотечные каникулы, они в любом случае помогают человеку вот именно восстановиться же. Вот эта задача ведь этих продуктов заключается именно в этом, Да, чтобы человек смог восстановить свое финансовое здоровье да. вот в этот период. И полгода, в принципе, это такой оптимальный период, за который можно и решить проблему. И если нужно уменьшить, например, квадратуру жилья, да, то есть перепродать свой залог или обменять этот залог, да, то есть здесь же можно найти варианты уже. Главное постараться это сделать. И давайте еще расскажем, вот сейчас весенний период весенних паводков, и очень важно, мне кажется, отметить такой момент по страхованию имущества. Вот что вы скажете, как сотрудник банка? Да, я очень часто сталкиваюсь со страховками, да. Вот есть такая проблема у наших заемщиков, да, ну вот это вот, они забывают о том, что необходимо, вот особенно это по ипотеке касается, да, что раз в год необходимо оплачивать страхование имущества, да, то есть, ну и часто там, если они забыли, да, может применяться санкция штрафная. И поэтому вот это очень важно всем заемщикам нашим, чтобы они об этом не забывали, следили за сроками, потому что потом, ну, вот выходит такие ситуации, что там, ну, выставляются неустойки, они бывают большие, да, и у нас, кстати, есть реструктуризация, кстати, связана с этими неустойками, но, опять же, это должно быть уважительная причина. Это такая индивидуальная реструктуризация, но ее очень так сложно, но должна быть уважительная причина, прежде всего. Вот. Поэтому, пожалуйста, следите за страховками по ипотекам. Также я призываю всех, ну, во-первых, это ваше имущество, ваши деньги. Вот если что-то произойдет, там, обрушится здание, произойдет, там, я не знаю, пожар, залив, вы хотя бы либо погасите кредит, там, вот свои вот эти обязательства как бы Закроете, именно да. страховкой, да? Да, да, вот у нас, ну вот, да, такие случаи бывают. Бывают случаи такие. Ну и впереди у нас весенние паводки, Да. поэтому тоже необходимо учитывать, что у нас процент индивидуального жилищного строительства, он растет, индивидуальных жилых домов становится все больше, люди выбирают такой вид жилья, да, и необходимо напоминать постоянно, мне кажется, о том, чтобы люди страховали свое имущество. Да, можно дополню еще. Вот Да, конечно. у нас вот есть же эти страховки, там вот такие, как, ну вот, ну вот они, может, у всех разные, да. Допустим, вот соседи затопили вас, или там, не знаю, или вы затопили соседи, да.
Вот представьте, вот такие ситуации возникают, это ляжет на ваш бюджет. А вы взяли там, не знаю, страховку там, по достаточно приемлемой цене, и, допустим, ну, вот в результате наличия этой страховки вы можете, так сказать, свои финансовые убытки, так сказать, восполнить, да. Это очень помогает. Я сам вот пользовался страховкой, страховка жизни, допустим, да, там произошла какая-нибудь травма, тоже там, лечение, вот пойдешь, вот сколько оно обойдется, да, а тут есть страховка, и восполнение будет вот этих вот лекарств то же самое, да, то есть уже не так по карману ударит. Если заемщик был застрахован, и он застраховал жизнь и здоровье, и умер в результате несчастного случая, допустим, да, то будет ли считаться это страховым случаем, и будет ли страховая перекрывать все расходы, связанные с кредитом? Вот, кстати, да, такие случаи бывают, они распространены, и значит, если это подпадает под страховой случай, то полностью все обязательства, которые были у заемщика, они закрываются. Такие случаи происходят периодически. Поэтому это как раз вот то, что мы говорили недавно про страховки, что они действительно помогают очень сильно. И, соответственно, будущие наследники, ну, которые принимут это наследство, они будут освобождены от уплаты уже, потому что уже погашено. Но тоже нужно провести работу со страховыми компаниями. То есть это просто так автоматически ничего не бывает. Нужно будет немножко побегать, то есть собрать документы, да, контролировать исполнение вот этих всех вот обращений, да, то есть потому что, ну, у нас вот только так работает все это. Но это работает. В принципе, это может сыграть такую неплохую помощь наследникам, да, то есть еще они понесли утрату близкого человека, и тут еще им предстоит оплата большого долга, допустим, того кредита, который был оформлен на их близкого человека. И вот в этом случае действительно, может, нужно почаще об этом говорить. И в принципе, озвучивать это постоянно. Вот, ну, мы постараемся это делать на наших мероприятиях. Вот. Спасибо большое, Евгений Сергеевич. Вам спасибо большое, за то, что пришли и рассказали такую интересную тему. Да, ждем вас в наших новых выпусках. Спасибо большое. До свидания. Как подстраховаться, чтобы не оказаться с кредитом и без денег? Совет может показаться очевидным, но важно тщательно рассчитывать свои силы, прежде чем брать кредит. Как показывает практика, чаще всего люди не справляются с долгами из-за того, что изначально неправильно оценили свои возможности, а не из-за экономических катаклизмов. Самые простые и самые важные рекомендации для тех, кто планирует брать кредит, я расскажу вам сейчас. Не берите слишком много. Желательно, чтобы сумма платежей по всем вашим кредитам не превышала 30% от дохода. При этом остатка денег должно хватать на прочие обязательные платежи, а именно оплату коммунальных платежей, телефона, интернета, транспорта и так далее. И, конечно же, на вашу обычную жизнь и членов вашей семьи. Подготовьте финансовую подушку безопасности, как минимум 3 ваших ежемесячных дохода. Если случится форс-мажор, она выручит вас хотя бы на время. Подумайте о страховке, особенно когда берете большой кредит на долгий срок. Она может выручить вас. Например, если вы получите травму или серьезно заболеете. В зависимости от условий договора страховая компания частично или полностью будет гасить ваш долг перед банком. Помните, что взять кредит и просто не отдать не получится. Рано или поздно, добровольно или принудительно рассчитываться придется. В интернете полно разных чудесных способов избавиться от долгов, но мало того, что они не работают, с их помощью можно нажить еще больше проблем. Подходите к займам очень серьезно и взвешивайте в первую очередь свои возможности. Это поможет вам управлять кредитной нагрузкой. С вами была Рита Якушева и передача про деньги. До новых встреч в эфире.